Мы находимся возле пограничного поста Жибек-Жалы. Южные ворота по-прежнему открыты только для граждан Узбекистана, спешащих вернуться на родину. Желающих перейти границу узбекистанцев сотни. Они приезжают семьями или целыми рабочими бригадами. Комментировать официальное сообщение о смерти и похоронах Ислама Каримова не хотят. Да и не могут сказать многого. Они торопятся домой, чтобы посмотреть на ситуацию своими глазами и сделать выводы. Когда последний раз созванивали, спрашивали, как дома? Сегодня. Все в порядке, все спокойно, все тихо? Да. Как вам кажется, могут быть какие-то дестабилизации, волнения у вас в стране или нет? Не знаю. Более осведомленные узбекистанцы знают о дате и месте похорон президента и об объявленном трехдневном трауре. Они не верят в возможную дестабилизацию в стране. Ну что может измениться? Я пенсионерка, мне пенсию не отберут. А у нее работа есть, работу не отберут. Что может измениться? Значит, то есть жизнь останется тоже. Останется, дети закончили учебу. Я думаю, что все будет хорошо. В обратную сторону границу практически никто не переходит. Местные таксисты говорят, что по ту сторону шлагбаума собрались десятки гастарбайтеров, которые спешат уехать на работу. Однако их пока не выпускают. В то время, пока переход ограничен, местное население практически сидит без работы. Таксисты и продавцы валюты слушают радиоприемники. На всех узбекских станциях в прямом эфире идут траурные передачи. Первые лица государства выражают соболезнования народу Узбекистана. Что, весь день музыка? Нет, сначала была траурная речь, а теперь музыка по всем каналам. А можно еще какую-то станцию? Давайте попробуем другую. Давай. Это узбекская? Да. Одинаково. Одинаково, на всех каналах одно и то же. У многих местных жителей есть друзья и родственники по ту сторону шлагбаума. Ася, жительница Жибек-Жалы, постоянно связывается с родителями в Узбекистане. Она уверена, что смерть Каримова не спровоцирует беспорядки в стране. Вот, например, вот в Киргизстане, да, какой был? Президент ушел, даже они сами себя хотели сесть. А вот в Узбекистане нет, они так не позволят. У них даже умной головы много. Думаете? Думаю. Официально казахстанско-узбекская граница должна быть открыта 4 сентября. Однако казахстанские пограничники не могут дать четкого ответа на вопрос, когда переход станет вновь доступен. Вы мне скажите, пожалуйста, границу откроют завтра, нет? Не знаю. Там мы открыто, там Узбекистан же. Ну, просто мы тоже хотим на переход туда, и мы ждем. Вчера приехали закрыто, сказали 4 числа. Не знаю, Не вот у нас знаете? тоже объявление висит, что Ну, 4, да, а там не знаем уже. Там определенные государства. Местные жители говорят, что, скорее всего, граница будет недоступна в течение трехдневного траура, объявленного в Узбекистане. Однако есть мнение, что запрет на переход может продлиться и до окончания празднования Курбанайта, то есть до 15 сентября.